Сәлемдестер, қалайсыздар? Кинокулеріңіз қалай? Камераның алдында я, Юлия from Казахстан, которая продолжает учить вас читать по-казахски. И сегодня мы с вами продолжаем изучать вывески, которые могут нам встретиться, практически везде. И сегодня у нас с вами следующее выражение. Абонент бөлімі. Абонент бөлімі. Ну и как вы поняли, научиться читать сегодня, если вы сегодня вдруг начали изучение, обучение чтению на казахском языке, будет очень и очень просто, потому что первое слово абонент вы прочитать уже умеете, если учились на русском языке когда-то, да? Так что слово абонент мы с вами уже разбирать не будем, а разберем с вами слово бөлімі. Вот слово бөлім. Вообще здесь построено словосочетание. Во втором слове вы видите палочку с точкой на конце. Это говорит о том, что между двумя этими словами есть взаимосвязь. А в первом слове окончание скрытое. Вот такая вот магия. Но это уже грамматика, поэтому мы сегодня учимся только читать. Бөлімі. И когда мы с вами видим букву О с черточкой снизу, что нужно сделать? За основу нужно взять букву Ё. Но когда мы произносим букву Ё, например, в слове елка, да, мы изначально слышим что? И краткую. Так вот, убираем эту и краткую, и у нас остается звук не О, а именно Вот этот звук мы и используем, когда видим букву О с черточкой посередине в казахском языке. Бөлімі. Дальше идет палочка с точкой. Это буква нечто среднее между буквами и по мягкости. Вот сравните, если мы прочитаем через букву бөлімі. Вот не очень комфортно для нашей челюсти, для наших зубов, для нашего языка. Вообще ни для чего не комфортно. Если мы прочитаем через букву И, бөлімі. Вроде и в первом слоге мягкая буква, да, значит все остальные в теории должны быть мягкими. Но вот буква И, которая тоже мягкая, но она вот чересчур мягкая, даже приторная, некомфортно. А палочка с точкой ровно та самая мягкость, которая нам необходима. Бөлімі. И произносится она тоже коротко. Абонент бөлімі. Абонент бөлімі. Ну что, дамы и господа, я надеюсь, у вас получилось сегодня все прочитать, и увидимся в следующий раз. С вами была я, Юлия from Казахстан.